У меня на самом деле задача немножко собрать то, о чем мы говорили на протяжении всего времени. Какие-то вещи вы знаете, вот какие-то вещи вам знакомы, то есть я буду их просто повторять и как бы делать такую небольшую сборочку. Но вы видите сразу даже по названию, что мы возвращаемся к тому, о чем говорили в первый день, и собираем все, что вы говорили в дни последующие. Ну, соответственно, если вы помните, у нас возник вопрос, да, как формируются цели урока, каким образом, кто их задает, что делается и так далее и тому подобное. Ну, я думаю, что понятно, что определяет цели урока, во-первых. Это программа по предмету, которая задает тематику и содержание. Это государственный образовательный стандарт, который дает ключевые компетентности и уровень их формирования. Напоминаю, там 3 уровня есть. Это репродуктивный, продуктивный и креативный. И предметный стандарт, который задает предметные компетентности и содержательные линии, а также образовательные результаты, которые должны быть достигнуты в определенном классе и на определенной ступени образования. Вот очень важны вот эти вот вещи, потому что часто учитель задает цели урока, исходя только из программы и учебника. Вот есть тема в программе, да, вот давайте мы цели напишем так, как мы их понимаем. Но на самом деле у нас есть государственные образовательные стандарты, предметные стандарты. Это нормативные документы. И если вы посмотрели уже первую, уже самую главу, там написано, кто обязан их выполнять, а обязаны их выполнять все. Поэтому то, что там записано, это не просто пожелание, это требование, это норма, которая нам с вами является обязательной. Вот. Ну, я взяла пример и открыла программу по естествознанию для 5 класса. Тема «Методы исследования природы», и она расписана пока вот таким образом, потому что программа еще дорабатывается. Ну, вот то, что там есть. Наблюдение при помощи органов чувств, использование приборов в процессе наблюдения, постановка опытов и измерения. Это вот содержание в программе. Теперь смотрим предметный стандарт. Эта тема относится у нас к содержательной линии системы миропознания, потому что там четко сформулировано в раскрытии этой содержательной линии, что методы и формы научного познания, которые дают или позволяют формировать естественно-научную картину мира. Там же у нас предметные компетентности для естествознания. Я выбрала только то, что для нас может служить ориентиром. Не обязательно все, да и невозможно все, естественно, использовать. Но, скажем, распознавание и постановка научных вопросов – это понимать базовые особенности, естественно, научного исследования. Для того, чтобы ребенок проводил какие-то опыты, он должен понимать, зачем он это делает, как он будет это делать и какие результаты он может получить. Правильно? Распознавать, использовать и создавать объяснительные модели. Собственно говоря, у нас любой опыт позволяет создать определенную модель какого-то явления, иначе он, согласитесь, бессмысленен. Если мы смотрим на научное объяснение явления, то здесь ребенок должен описывать объекты и объяснять явления, а также оценивать с научной точки зрения предлагаемые способы изучения. То есть вот у нас там приборы, наблюдения и все остальное, да? То есть как мы это изучаем. И, наконец, использование научных доказательств, выделять информацию, объекты, факты, экспериментальные данные, необходимые для нахождения доказательств, ну и так далее. И понимать обоснованность процедур, методов получения научных знаний и их использования. Вот это, уважаемые коллеги, очень важно, потому что это методология исследования. То есть ребенок должен не просто следовать за нами, когда мы говорим, возьми одну пробирку, или там возьми пинцет, отщипни кусочек, положи, да, и так далее, и тому подобное. Но мы ребенку должны объяснить, а почему мы делаем именно так, и зачем мы это делаем. Только тогда эксперимент будет осмыслен, согласитесь. И, наконец, в предметном стандарте есть образовательные результаты, где сказано, что по окончании 5 класса ребенок строит простые модели природных и техногенных объектов и процессов и описывает методы их изучения. И применяет лабораторное оборудование для проведения простейших опытов измерения, определяет некоторые свойства, ну и так далее. Вы видите, что это выписано. И очень важно, я не выделила 3 специально, потому что можно следующий слайд.
мы идем к ключевым компетентностям, а у нас их 3: информационные, социально-коммуникативные, самопознание и разрешение проблем. Скажите, пожалуйста, какие элементы этих компетентностей войдут в состав образовательных результатов? Информационная, то есть ребенок получит информацию, каким образом необходимо проводить эксперимент и какие материалы для этого эксперимента нужны и какие результаты будут. Это информация. Социально-коммуникативная. Если будет работать особенно в группе, то коммуникация, естественно, будет. Даже если будет работать самостоятельно, это коммуникация между ребенком и материалом. И самопознание и разрешение проблем тоже есть. То есть, возможно, кто-то поймет после этого эксперимента, так сказать, что ему это очень интересно и пойдет туда дальше. Но даже если нет, то любой эксперимент – это решение проблемы. И ребенок должен это понимать. Извините, повторюсь еще раз, не просто взять пинцетом что-то и положить куда-то, а понять, что перед ним стоит проблема научная. Он должен изучить что-то. То есть у нас здесь научное объяснение явлений и использование научных доказательств. То есть посмотрите, не случайно у нас в стандарте есть раздел «Связь между предметными и ключевыми компетентностями». Вот на конкретной теме мы можем увидеть, где и как эта связь проявляется. Ну и теперь следующий слайд. Соответственно, вот она, исходя из всего этого, цель урока. В конце урока ученик или ученица сможет назвать и описать приборы и сферу их действия, ну или применения, да, здесь можно сказать. Знать и демонстрировать технику безопасности при работе с прибором. Использовать прибор для... Ну, я писала вот эти цели. Естественно, что здесь будет в зависимости от того, какой прибор у нас будет использован. На основе информации, полученной с помощью прибора, делать выводы о... Оценить необходимость или значимость прибора для получения информации. Смотрите. То есть мы здесь задаем цели урока с точки зрения ученика. Мы привыкли к тому, что у нас триада, да, образовательная, воспитательная, развивающая. Образовательная мы часто пишем «показать», «научить», «раскрыть» и так далее и тому подобное. Ну, воспитательную я сейчас не трогаю, развивающая. Мы пишем «развить такие-то, такие-то навыки», и чаще всего предметные, когнитивные у нас очень часто выпадают. Обратите на это внимание. Но на самом деле, когда мы ставим вот эти вот глаголы, мы фактически делаем ученика объектом. Что значит научить? Ну не можем мы научить. Он может научиться, а мы можем создать условия, в которых ребенок научится. Потому что свою голову никто не снимет и на ребенка не посадит. Это знаменитый вопрос, да, который, его относят к очень многим известным людям. Для меня это Франсуа Рабле. Что такое ученик? Это сосуд, который надо наполнить, или факел, который надо зажечь. Вот в идеале зажжем, конечно, не всех, кого-то мы наполним, но попытаться все равно стоит. И смотрите, у нас получается несколько целей, которые все фиксируются на главном. Ребенок с использованием материалов решает определенных, да, приборов и так далее, решает определенную проблему. Ну и я просто перенесла еще раз сюда образовательные результаты, чтобы было понятно, да, как поставленные цели урока связаны с образовательными результатами. Как образовательные результаты связаны с компетентностями, мы с вами уже видели. Я просто не стала здесь загромождать это. Еще один тоже пример, допустим. Вот смотрите, тема, которая есть в программе, образовательная линия, физические системы, тело, вещество и так далее. Образовательные результаты. Распознает тела живой и неживой природы. Объясняет явления природы, процессы взаимодействия, превращения тел, веществ, энергия. И у нас здесь, как видите, энергия живого, да, фотосинтез, хемосинтез. Устанавливает причинно-следственные связи при возникновении изменений в окружающем мире, делает выводы, строит логические рассуждения и применяет их на практике в своем близком окружении. То есть ребенок должен понимать, что, условно говоря, если он дома ставит куда-то цветок, он должен ставить его в определенное место, чтобы этот цветок жил хотя бы, как минимум, да? А желательно там еще и можно было его отросточки всякие, да, и все остальное получить. То есть вы видите, что образовательные результаты на самом деле очень конкретны. И формировать цели урока надо с опорой на образовательные результаты, которые мы должны
получить. Совокупность образовательных результатов в конце определенного этапа изучения позволит нам выйти на формирование предметных компетентностей. Понятно, что компетентность – это такое широкое понятие, и сформировать ее там на одном или нескольких уроках мы физически не можем. Поэтому образовательные результаты – это определенные кирпичики, которые у нас складываются в такую стеночку, которую мы называем компетентность. Хотя, наверное, это не очень хороший образ, потому что компетентность – это как раз живое такое образование, и формируется она на протяжении всей жизни на самом деле, потому что мы постоянно взаимодействуем с разной информацией, мы постоянно учимся чему-то, но база, она у нас накапливается и формируется в школе. И почему я поставила еще тоже, я думаю, всем вам известную таксономию Блума, я поставила ее классическую. Вот, если вы обратили внимание, то цели урока я поставила на основе таксономии. Можно к целям вернуться? Назвать и описать приборы и сферу их действия – это знания чистые. Знать и демонстрировать технику безопасности при работе с прибором – это понимание. То есть ребенок должен понимать, какой прибор он берет, зачем он берет именно этот прибор и так далее. Использовать прибор для применения. На основе информации, полученной с помощью прибора, делать выводы. Это анализ и синтез. И оценить необходимость, значимость и так далее – это оценка. Мы с вами поставили цели урока на основе таксономии. И я не случайно выделила оценку и синтез, потому что это самые высокие уровни формирования, самый высокий уровень когнитивных, и не только когнитивных, да, здесь, наверное, результатов, что ли, которые мы получаем или можем получить, во всяком случае, на наших уроках. И очень важно, чтобы мы не упускали вот этот вот уровень, эти уровни, извините, потому что чаще всего в наших учебниках, а мы анализировали все учебники, в том числе по естествознанию, есть даже исследование, которое делалось относительно недавно, в 2018 году, там все заканчивается чаще всего на уровне применения. Даже задания на уровень анализа не всегда есть. Вот. А уж о синтезе и оценке, об оценке нет практически вообще. Там мы нашли, по-моему, 3 или 4 примера всего. На синтез что-то там можно еще найти. А в основном вот это низшее уровень. И огромное количество чисто знаниевых. То есть ребенок берет, открывает книжку, а там уже есть ответ. Думать не надо, надо просто найти, уметь читать. И все. Поэтому если вы поставите цели в формулировках, которые нацеливают ребенка на высокий уровень осмысления материала, он и будет этим заниматься. Если нет, соответственно, нет. Я специально на следующем слайде поставила вот эту вот табличку, которую, я думаю, все знают, но я считаю, что никогда не помешает напомнить, потому что это глаголы, которые позволяют формулировать в том числе и цели урока, потому что если мы посмотрим на анализ, что умеет делать ребенок, вычленяет части целого, выявляет взаимосвязи между ними, определяет принципы организации, видит ошибки и упущения в логике рассуждения, оценивает значимость данных. То есть, в принципе, вот эта табличка может быть шпаргалкой. Когда вы готовите или формулируете цели урока, вы можете посмотреть, что именно для вас важно, чтобы ребенок научился делать и, соответственно, использовать. Понятно, что это одна из табличек, на самом деле их много. Вот, можно посмотреть в интернете, пожалуйста, но мне нравится вот это, я ее использую, в том числе, когда готовлю свои лекции, например, для студентов, потому что у меня вообще теория и методология, например, истории, то есть это самый высокий уровень абстракции. Мы исследуем не историографию как таковую, а мы смотрим, почему тот или иной автор писал именно так, а не иначе. То есть нам нужны контексты, в которых он работал, нам нужны подходы, нам нужны концепции, и так далее, вплоть до совокупности всего этого, которое дает методология. То есть на самом деле мы работаем на уровне анализа, синтеза и оценки. И поэтому очень важно, чтобы у меня студенты были, так сказать, нацелены вот на эти вещи. Так что это рабочий инструмент, и в школе я ее тоже использовала, когда работала. Можно следующий слайд? Еще один очень важный момент в связи с тем, что я говорила, методология. Когда у нас выделяются предметные компетентности, то у нас здесь
в естествознании методология компетенции – это пизовский подход. То есть именно там требуются вот подобные компетентности, которые в совокупности дают то, что в ПИЗе называется функциональная грамотность. Иногда их отличают функциональная грамотность и компетентность. Иногда их считают, что это одно и то же фактически. По содержательным вещам – да. Там есть некоторые нюансы, но для уроков, скажем так, они не очень существенны, поэтому можно и так, и так. То есть, когда мы используем предметные компетентности, допустим, нам нужно понимать, на что еще мы нацеливаем наших студентов. И вот это к тому, что вы слышали сегодня по ПИЗе, и то, что говорил Владимир Александрович. То есть, ну, он немножко с другой стороны, да, у нас здесь со стороны чисто моя задача показать, как формируются и откуда формируются цели урока, и, соответственно, в соответствии с целями формируется содержание урока. Вот вы знаете, что достаточно изменить цель, да, и материал будет совершенно другой, на котором вы будете все это формировать. Ну, я не могу, конечно, на примере естествознания это показать, но если брать нашу историю, то я могу сформулировать цель «Великие географические открытия», допустим, да, и это будет рассказ о том, кто куда плавал, кто где высаживался и так далее и тому подобное. Если у меня стоит цель показать эти открытия, показать их значимость и так далее. Если я поставлю цель показать взаимодействие и разрывы, которые возникли после Великих географических открытий, я буду уже иметь совершенно другой материал. То есть, конечно, сначала куда кто плавал, но потом кто что откуда вывез, что привезли в Европу, что где что осталось, да, что Европа привезла в Америку, какое это давало последствия. То есть как относились, например, католическая церковь, как она отнеслась к индейцам, почему они были истреблены, да, потому что католики считали, что ну, все колена уже известны, еврейские, которые должны, от которых пошел народ, а там кто-то неизвестный, значит, дьяволы. Ну, отсюда уничтожение индейцев и специальный как бы съезд духовенства, которым одним голосом только решила, что душа все-таки у индейцев есть, что и прекратила, ну, в какой-то мере прекратила их истребление. То есть это будет совершенно другой материал. Поэтому вернусь к тому, что говорила, насколько важно правильно сформулировать цели урока, чтобы прийти к образовательным результатам. То есть путей может быть много, но образовательный результат – это та наша красная линеечка, которую мы с вами переступить не должны. Выше можем, ниже не имеем права. Еще один важный, наверное, момент. Когда мы говорим о взаимодействии компетентности и образовательных результатов, то образовательные результаты, да, их не более 20 для каждого класса. И то сейчас в новом положении о разработке стандартов там написано от 8 до 12. То есть это достаточно высокий уровень обобщения. Пока у нас нет стандартов, где выдержан этот момент, у нас есть там, где 20-30 образовательных результатов пока еще. Вот. Поэтому важно, что если вы не нашли конкретный образовательный результат, значит, вы должны видеть, какой общий образовательный результат имеет отношение к этой теме. И уже затем для себя сформулировать, что именно, то есть по каким ступенечкам вы будете достигать результат этого высокого уровня. Поэтому очень важный момент. Ну, у нас здесь как раз был разговор во время кофе-брейка по поводу календарно-тематического планирования. Ну, я веду еще и методику преподавания у студентов, поэтому мы с вами всегда делаем календарно-тематическое планирование в такой свернутой форме. Да? То есть номер урока, тема урока, количество часов и там, что у нас еще, сроки проведения. Да? Все на самом деле. Домашнее... Вот. А когда развернутое планирование, там указываются цели, там календарно-тематическое, развернутое календарно-тематическое планирование, там указываются цели каждого урока и указываются действия учителя и действия учеников, указывается основная терминология, которая используется на уроке и так далее и тому подобное. Вот, да, я почему об этом говорю?
очень важно, чтобы там формулировались цели, и можно было видеть, как вы двигаетесь к и можно видеть, как именно эти цели позволяют вам двигаться к формированию компетентностей. То есть это не должны быть какие-то случайные там вырванные цели, а вот как раз содержательные линии и образовательные результаты, они вам задают вот здесь вот те требования, исходя из которых вы будете эти цели писать. Я понимаю, что я сейчас говорю такую достаточно идеальную картинку, но в любом случае, ну уж извините, когда мы пойдем в ПИЗу в 2025 году, мы не знаем, кого выберут. Вы знаете, что там просто подаются списки всех 15-летних, кто учится в республике, и компьютер выбирает оттуда тех, кто будет участвовать в ПИЗе. Это примерно 5000 человек. Кого выберут, откуда выберут, мы узнаем только тогда, когда нам придут заверенные списки. Поэтому то, о чем я говорю, это не какие-то там просто фантазии, да, а это та наша реальность, в которой мы живем. Если мы не будем учить детей, если мы как самостоятельно работать, да, каким образом задавать определенное направление действий и так далее, пизовские материалы они у нас решить не смогут. Материалы ПИЗа вы видели. Поэтому очень важно, чтобы у нас вот эти вот цели формулировали, чтобы учителя у нас тоже шли в ПИЗу вместе с детьми. Значит, оценивание. Еще один необходимый компонент, потому что без оценивания мы с вами никуда не двинемся. И это еще одна причина, почему надо ставить цели в формате ожидаемых результатов. Если мы напишем просто научить, показать, раскрыть, как мы с вами определим? Мы научили, показали, раскрыли? Никто не сможет вам этого сказать. Да, а вот если мы напишем, что по результатам работы ученик должен уметь использовать приборы для того, чтобы сделать, вот это мы проверить можем. Абсолютно спокойно. И мы можем провести сначала диагностическое оценивание, скажем, да, для того, чтобы узнать, что дети там вынесли из 1-4 класса, если мы говорим конкретно о 5 классе. И диагностическое оценивание нам покажет, насколько они умеют работать, скажем, с теми же приборами. Да, когда-нибудь они их вообще видели, работали или только на картинке. А дальше, когда мы с вами проведем урок и будем оценивать, мы сможем увидеть продвижение детей. Поэтому у нас формативное оценивание или критериальное, как его еще называют. И очень важно задавать критерии такие, чтобы дети сами видели, почему их оценили именно так. То есть это могут быть критерии, которые идут прямо по целям. Умеет использовать приборы, может оценить там результаты собственные, может увидеть собственную ошибку, может понять, как эту ошибку исправить. Это критерии, по которым мы сможем оценить ребенка. Понятно, что если вы раньше критериальное оценивание не использовали, сначала это долго и тяжело. Я когда первый раз, я тогда работала в лицее БГУ, и там самый первый курс у нас были ребята, которые собрались из всех школ практически. И из Чуйской области ехали туда, и из Бишкека были, и сразу из русских, и из киргизских школ, потому что тогда не было там еще класса дифференциации. И когда я на «Человеке и обществе» попыталась первый раз дать им самооценку, мы с ними потратили на это ровно целый урок. Потому что они не умели работать с критериями, они не понимали, как они могут оценить себя, хотя там очень простой был вопрос. Я там участвовал в работе в группе, я вносил предложения, но для них это оказалось очень сложно. И пока мы с ними разбирались, вот урок потратили. Но потом, если вы будете делать это регулярно, если тем более критерии какие-то основные, потому что основные критерии можно выделить для всех уроков, например. Там активность, еще что-нибудь, а потом добавлять туда уже содержательные какие-то. Вы будете делать, это потом занимает 5-10 минут максимум. Вот. Ну и, соответственно, я попыталась собрать все это вместе, когда у нас предметные ключевые компетентности, содержательные линии, на пересечении у них образовательные результаты, и у нас, соответственно, они дают нам обучение, и мы продвигаем это обучение на основе формативного или критериального оценивания.
для того, чтобы понять, насколько продвинулись дети, у нас диагностическое оценивание, и в конце у нас суммативное оценивание, когда мы собираем все, что у нас есть в целом. Ну и когда мы говорим об обучении, мы, естественно, говорим о том, что обучение невозможно без правильно поставленных целей урока и без того, чтобы эти цели были поставлены от ученика. Спасибо.